Александр Пушкин ихдзху ахюнткар музей гна изит а литература знап алаку, а поэтча, а прозаикча, а публицистча, а итагача и уипшма жанр кварчау сызва. Антон Дельвиг ихдзху премия урыстула ашхует шарабжара и на лукаша акоп. Хышвик и нарзына пшуа ашхует шарахт вибежве а лауреат шаропи алкахас. Дельвиг – это одна из крупнейших национальных литературных премий. Главная ее задача – это поддержать как можно больший круг литераторов, в том числе и литераторов, обойденных вниманием других премий, литераторов, живущих в провинции. Также большое внимание уделяется литераторам, пишущих на национальных языках и переведенных в России. В этом году одним из лауреатов стал крупный абхазский поэт Мошни Ласури. И мы очень рады тому, что это действительно выдающаяся для абхазского народа вещь, да, и что переложенная по золотое руно. Дельвиг ихдзху премия аюра заялхас аусум такурха бхедзараджа ихан Мошни Ласури и поэма Ахпеосча. А поэма Атурых вазад галузер идем ширзалшум уй ачьяща. А поэма шхуна и тецишти южа башукса и рейхау. Автор уй аурас швех айтага резбейшти акрацует. Трехунцалат би айтага ирласни харухшастки уй сахаркана айтага раналаршаха юшукса рабху. Трехунцалат би айтага ренапаянан а поэт Денис Чачхалия. Хетбиахтус ари аурас швех айтагана аурас айлаз ашхуч рейлазара абри ехвартаз Насги при хымпада премия Япсов хираб хезазари хтусду папсва литература мацара заханагзам апсо давхат культура захан яйткулан югозариги убряхнут апсва азиги хымпада яха рай халахумги псныга ихуги избо хымпада ргознар хавайт. Ахпевас часахеркна и тазгаз Михаил Синельников ёб кыршуксы на паджи ихас абсушхове и поэмой сахерку литература бысшах айтагары чазикет шуксква грабха. Уимас гейбжик и робдахат халас. Михаил Синельников эйтага ачудара кудерзадгалу изгуйтит абсужлар фольклор и бзин и шаныбшуа уяму атурыхы а философия цаулары. Айтага юхапка Симон а милат хазчезныбшуа атрихуква херцакчида айкурхара. Муж, видимо, дописывал эту вещь, менял многое. Он капризный автор, что-то, так сказать, он добавлял и так далее. Но все-таки главный вопрос, чем отличается? Я вам скажу, сложность перевода этой вещи в том, что в ней присутствует фольклорная основа. Вот. И тут очень опасно для переводчика сфальшивить и сказать, в общем, исказить народный дух повествования. Я должен сказать, что эта поэма вообще удивительная концентрация образов и мифологии, и фольклора. Весь Абхаз, и поедание о нарцах, и эпос, все это, и вся Абхазия. И Абхазия и живая одновременно, современная в ее живописности, в ее красках, и одновременно историческая Абхазия. Поэтому я бы сказал, что это вещь, некий апофеоз одной страны. И вот я с особым чувством занимался этим делом, потому что я бывал в Абхазии, вот, и многое у меня связано в моей жизни и судьбе с этими берегами. Так что я сказал бы, что на этом отрезке своей жизни я более прочувствованно подошел к этой вещи, чем если бы я этим занимался молодым. Жизнь меня привела в Абхазию в качестве гостя, и я уже была 3 раза, и чем больше бываешь, тем больше влюбляешься в эту страну. А кроме того, я попала, можно сказать, к людям, которые составляют цвет Абхазии, к литературным людям. Вот, прочитала их книги об Абхазии и уже, значит, 2-ю книгу оформляю как художник от компьютерной графики, да, и из-за того, что, просто влюбилась в эту страну, в этих людей, то всю душу вкладываю и хочу даже это оформление наполнить фотографиями людей абхазских, которых мне пришлось увидеть. И в частности, один раз, когда мы пришли с автором книг Валерием Чкадовым в издательство к Ласурию Мушнитаевичу, он подарил мне эту книгу, которая сегодня будет премию получать. Я прочитала эту книгу за одну ночь и была потрясена глубиной. Это гениальный переворот в мозгах, понимаете? Он просто после долгого периода времени, когда все уже привыкли, что
там Медея предательница и там и все прочее, он все поставил на свои места. Он просто, обелил, и правда восторжествовала. Мушнила шрия дельвик ихдзесхуа премия и на ПЖ и Итрид ураспила при Федерации Хунткара Тудума Айхабы Гатыпой Андрей Исай. Дорогие друзья, для меня, несомненно, высокая честь вручить премию замечательному писателю, представляющему братский народ Абхазии. Сегодня Россия, к сожалению, имеет не так много друзей в мире, но среди ее верных друзей Абхазия. Прекрасная, южная, теплая Абхазия, которая для многих из нас открыла теплоту моря, открыла солнце, открыла горизонты нашей некогда большой общей Родины. Вас с замечательной премией и всех вас с годом нашей великой русской литературы. Дорогие друзья и коллеги, уважаемые члены жюри, приношу свою огромную благодарность всем членам жюри, чьим решением не присуждается общероссийская премия имени Антона Гельвига. Считаю, что она присуждена не только мне, но и всей абхазской литературе, моему отечеству. Абхазия на протяжении более 200 лет вместе с Великой Россией, с Россией, которая ныне испытывает нелегкие времена. И как не вспомнить тут мудрые слова Тютчева о том, что в Россию можно только верить. И моя маленькая Абхазия всегда верила и верит в великую Россию, которая в 2008 году признала ее независимость и свободу. Учитывая, что 2015 год объявлен годом литературы в России, хотелось бы сказать сегодня, это хорошо, что в номинациях премии Гельвига отдельной строкой выделяются большие формы поэзии, то есть эпические жанры. Вот уже более полувека, как в российской печати не затихают споры о жанре поэмы. Одни говорят, что поэма, не имея серьезной перспективы развития, часто цитирую слова Пушкина, умчался век эпических поэм. Другие подчеркивают, что жанр поэмии обладает способностью возрождаться, и думается, это так. Об этом свидетельствуют постоянные попытки в мировой поэзии возродить эту монументальную форму. В своей поэме я обратился к событиям далеких времен, мифу о Золотом Руне. При этом, естественно, я не хотел следовать поэтическому пересказу сюжета, предпочел нетрадиционный подход. Разными поэтическими средствами, приемами старался создать образ моей Родины, изобразить ее нелегкий путь, ее многовековую борьбу за свободу и самобытность, воспеть высокие идеалы ее сыновей, ее героев. Для меня было очень важно, что члены компетентного жюри отнеслись с пониманием и сочувствием к моим поискам.
Дорогие друзья, в такой важный момент моей жизни, можно сказать, в момент истины, признаюсь откровенно, я особенно горжусь тем, что медаль Гельвига на моей груди будет соседствовать с медалью его ближайшего друга, великого Пушкина. Медаль его имени вручил мне, как переводчику Евгения Онегина на абхазский язык, в 2010 году в Георгиевском зале Кремля тогдашний президент России Дмитрий Медведев. И замечательно, что основанная почти 185 лет назад Гельвигом и Пушкиним литературная газета продолжает выходить. Традиции, заложенные ее основателями сейчас, в новых непростых условиях продолжает коллектив, ведомый известным писателем и общественным деятелем Юрием Полевовым. И неспроста редакция литературной газеты стала инициатором премии Гельвига. Главное, что премия общенациональная, в этом слове глубокий смысл и надежда. А поэму блистательно перевел известный поэт и переводчик, мой давний друг Михаил Синельников. Он не только проникся историей Абхазии, но глубоко осознал ее душу. Тем более, что Абхазия, Абсна, в переводе «страна души». У нас говорят издревле: лучше Абхазии только Абхазия. Я также благодарен издательству «Звонница. Молодая гвардия» во главе с гендиректором Георгием Зайцевым. Этот коллектив превосходно издал и представил поэму на соискании премии Гельвига. А сейчас позвольте вместе с Михаилом Синельниковым прочесть небольшой отрывок из этой поэмы. Спасибо. Гельвиг Антон, обычно унылый, однажды в стихах воскликнул: «Прекрасный день, счастливый день». Очевидно, с этим чувством и надо принимать премию его имени, премию ответственную для поэта, ибо Гельвиг, который находится в тени Пушкина, но наряду с Пушкиным, Боротынским, Батюшковым, Тютчевым, в новое время с Кузьминым, Ахматовой, Мандельштамом, является для русских поэтов одним из выдающихся учителей гармонии. Поэзия непереводима, я давно так считаю, но предполагаю, что если поэта переводит поэт, то может возникнуть явление поэзии, близко родственное подлиннику. Я перевожу эту поэму с интервалом в 30 лет. Она «Менялся мир», менялась Абхазия, и сама поэма изменилась в свете событий. Но эта поэма далека от текущей политики, но является собой некоторую концентрацию всего духа Абхазии, и она насыщена эпическими, фольклорными мотивами. Она изображает трагическую историю той страны, во все времена трагическую, она является мифологической. В общем, это было нелегкое дело. Эта поэма велика по объему, я не буду читать каких-либо сюжетных глав, а несколько строчек, посвященных описанию изобильной Абхазии. Такая живописная, фламандская, я бы сказал, живопись. Так дебри твои были дичью богаты, и слышались издали волн перекаты, окинуты белыми бурками горы, на кручах бесчетные звериные норы. Тут проза бурлила, там лен и пшеница,
и скот на холмах, и в долинах теснится, быки и коровы, и козы, и кони, и овцы на каждом пригорке и склоне, бесчисленных пасек желанно услада, и гнется ольха под лозой винограда, и яблок и персиков запах пьянящий повсюду струили садовые чащи. Без рыбы здесь невод, опущенный в зыби, не мог возвратиться, и тесно тут рыбе. В лесах то и дело порхали фазаны, и взгляды пленяли красой несказанной. В лесах ежевика, кизил, земляника, там дикие груши, каштаны, черника, фундук, алыча, лавровишня с инжиром и дикие лозы. Все кажется пиром. Благодарю жюри. Огненная духа, пшин и хаще, огочья хыльван, ачкар рыбже, ошхафа, рвапаш, папой таще, ушерах, ашха перчалась щеже. Из-за зонаху запны, очертова, и налил клонарха, квашха, похва, алька, ачка, ачма, пачка, ачая земшхазклаз, авасафа, ушхамдзе гварака, рзепхеда зомиз, уфаца трахира фиха и томиз, цома, тамома, улапших зомиз, аката нала рижвана дзе, и ахумиз аката псевда бзенце. Обна кубаски в шибеет хазе, обнуктема цара и рылахупсе, обнака ахасса ачаша махар, ахаца центра обгызра кацхор, ахер бача ашимхат хаса, абниш ацислаха, ацха араса. Спасибо. Мощный таипа и купша шукская и надркна эйцер дрова ашкою Александр Пушкин и поэзия Дазчлымхан уипста за рапимя аторахке. Сарей сырдал хизгалаха сырсыма царасаку маризова авсу литература яна шахой абсны яна шахой парасы дахози ари хтес дов сестывай наски сыничкуна захас Пушкин им такой тагер агиб сазарат царас адфалан ахнат Пушкин нипхо зарвазала гидельвин и ты изым дрвы халазом урте зайвен урте визчен дельвиг ёп литература на газете хапи ашапызкыз мушни лашрия и тагаю ки хасабала загида и цирдрует и рейб зора на абсшихи тагу Александр Пушкин и Юмта Евгений Онегин Михаил Лермонтов и Юмта Амцири Уха. Мы с ним сделали антологию абхазской поэзии. Это такой огромный фолиант золотой. Ее никто не брался делать, потому что это ручная работа. Она 1200 страниц. Книга, которая в технологию никаких станков, машин, типографии не входила. И вот мы ее издали. Это вообще, за это уже Мушни Ласурии можно ставить памятник. Он собрал стихи абхазских поэтов и издал эту антологию. Вот. Сейчас работаем над его 6-томником. Вот уже 4 тома готовы, еще 2 в работе. Вот нам тут уже мешает кризис. Бумага подорожала,
типографские работы дорожают. Вот. Но я надеюсь, что мы вывернем ситуацию и обязательно сделаем хорошую книгу. Адревична мощнила шрия и пылит Москвин хох джинджуа, арчьяра аусует литература обзебуется уха, а поэтиш кушаться на пакую на хамта сирититира и казера обзебуется, ай плариала хозыги гуала казара бзе резаннажит. Асида малый па акоп кущан абсватри хопшра.